Отбросьте в сторону десятки красивых лозунгов о нашем единстве, потому что мы не едины. Почему? Потому что терпеть не можем друг друга. Почему? Потому что нам позволяют избирать правителем над собой только своих врагов, даже при самых прозрачных выборах. О каком единстве может идти речь, когда нас возглавляют предатели, сидящие на своих тронах? Первое, что их интересует, это как прийти к власти или остаться при ней, а не наше единство. Они только и могут что соперничать, воевать и ругаться между собой. И пока они при власти, мы никогда не объединимся. Они не хотят создавать одно сильное государство. Их хватает лишь на грызню между собой. Они покупают оружие друг против друга, заключают официальные соглашения и тут же втайне сговариваются друг против друга. Что будет, если арабские государства объединятся? Итог будет таков. 5 триллионов и 99 миллиардов долларов США – это суммированная цифра всего внутреннего валового продукта. Это 4-й уровень после США, Китая и ЕС. Общая площадь территории будет составлять 13,5 миллиона квадратных километров. Такое государство станет вторым по своим размерам после Российской Федерации. Количество жителей будет достигать 380 миллионов человек, а это 3-е место после Китая и Индии. Арабская армия будет насчитывать 4 миллиона солдат, 9 тысяч военных самолетов, 4 тысячи вертолетов, 19 тысяч танков, 51 тысяча единиц военных машин. 84 миллиона гектаров земли, пригодных для сельского хозяйства в одном только Судане, где в год можно производить 760 миллионов тонн муки. Будет добываться 24 миллиона баррелей нефти в день, что равняется 36% всей мировой добычи. 29 миллиардов долларов в год составляет сумма закята, то есть эта цифра 2,5% от всех сберегаемых финансовых средств, находящихся вне оборота. Это только закят. Вы только представьте эту цифру. Ее хватит на ежегодное обеспечение 25 городов с 10 больницами, с 20 школами, с 3 аэропортами и с 7 университетами. Арабы могут превзойти всех. Мы уже не говорим о внутреннем товарообороте, мы не говорим о туристической сфере, о пляжах, о лесах, о прибыли с хаджа и умры. Мы сможем объединиться только тогда, когда Аллах пошлет нам человека, который избавит умму от предателей, или точнее, от предательства. И как только мы очистимся от предательства, сразу же излечимся от раковой опухоли на теле исламской уммы. Умма снова оживет, ведь Всевышний Аллах говорит, они считают его далеким, мы же видим, что оно близко.